Молодежь у нас культурно не образована. Да, это, кстати, вопрос такой отдельный. Молодежь, какова сейчас молодежь в Бурятии? Но она продвинутая, конечно, очень в том, в чем она продвинута, там, в технологиях, там, в моде, в своих каких-то субкультурах. Но культурно, ну, вот, понимаете, они вот в субкультурах продвинуты, они вот такие суповые наборы. Вот. Но культурно они не образованы. Ну, они просто как бы элементарно не воспитаны. Ну, просто элементарно не воспитаны. Вот, потом, ну, будем говорить прямо, да, у нас состав населения в Улан-Удэ очень сильно поменялся. И поменялся не в лучшую сторону. Потому что вот то население, которое, ну, так, мне кажется, хлынуло в Верхнеудинск, в Улан-Удэ в 20-е, в 30-е годы, да, они к 70-м, 80-м годам превратились, в общем, в коренное городское население с соответствующим уровнем культуры. Вот, и люди очень тянулись и хотели быть культурными, образованными, вежливыми. Хотели. Вот. А 90-е, нулевые года у нас опять хлынул поток переселенцев в Улан-Удэ, вот, которые не хотят, которых вот город не сумел перемолоть, что называется, и как бы сделать их, ну, своими людьми, внедрить. Ну, слишком тонок был слой интеллигенции у нас в Улан-Удэ для того, чтобы эта интеллигенция смогла вот этот вот поток людей, далеких от городской цивилизации, от норм цивилизации, городской, перемолоть, перевоспитать, что называется. Вот. И эти, ну, как бы новые переселенцы, они, в общем-то, и не хотят, и не хотели становиться интеллигенцией, не хотят становиться. Они такие внешние какие-то элементы как бы культурности приобретают, ну, там одеваются, вот, украшаются, ну и не более того. Образовываются, ну, образование как бы. Сейчас диплома не образование получаешь. Единицы получают образование, мне кажется, высшее. Те, кто хочет учиться, образовываться. Вот. Остальные получают диплом. Вообще, мне кажется, молодежи сейчас, конечно, трудно очень. Трудно, мне кажется, мне в принципе их жалко. Особенно тех, кто там рожден в конце 80-х, кому сейчас 22-23 года. Они росли в такие уже, формировались, росли в такие ужасные годы, конец 90-х, начало нулевых. И они бедные, у них же нет таких нравственных основ четких. Что такое хорошо, что такое плохо, они не знают. Это же были годы, что, помните, там дикий рэкет такой был. Вот. И в школах этот рэкет процветал, узаконен. Я не знаю, вы помните или нет, как вымогали просто учителя деньги из родителей, из детей, выбивали. Да, как бы те, кто не мог там принести какие-то эти взносы в фонд школы, в фонд класса, да, помните, подвергались третированию дети со стороны учителей совершенно бессовестным образом. Помните, как бастовали учителя у нас, да, там требуют, да, им, конечно, платили деньги, всей стране не платили деньги, но никто не выкручивал так руки, как учителя, а дети все это наблюдали. Никто, я повторю, не выкручивал руки другим там, своим согражданам, своим соседям там. Врачи этого не делали, да, вот, которым точно так же не платили. Там, энергетики этого не делали, которым точно так же не платили. Я, кажется, мама работала в тот момент в энергетической сфере. Вот.
Но учителя это делали просто сознанием дела. Они же умеют организовываться. Вот. Они же наиболее социально активная такая у нас прослойка. А дети все это наблюдали. И сейчас смотрите, вот, лично мне кажется, да, на мой взгляд, что сейчас самую такую, вот они же вступают сейчас в активную такую фазу жизни, самую активную. 20 с лишним лет, все, они позаканчивали институты, они сейчас начнут там устраиваться в этой жизни, да, делать себе карьеры, там, жениться, рожать детей. Вот. То есть они сейчас основную социальную нагрузку на себя понесут. И смотрите, вот мне кажется, что сейчас такой не волну и не взрыв, а как-то такое большое количество преступлений, да, будут давать им, и уже дают именно эти молодые люди, и преступления совершенно жесточайших, бессмысленных абсолютно, диких абсолютно. И мне кажется, что это именно потому, что вот в тот момент им ни школа, ни родители. Ну, я не буду громких слов говорить, нравственных основ, а вот элементарно, что такое хорошо, что такое плохо, по Маяковскому, да, просто не заложили. Они просто не понимают, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. И поэтому мне, в общем, жалко, потому что жить-то им сложно все равно. Жить им сложно, и насколько они жестоки к жизни, настолько и жизнь будет к ним жестока.